Наш санаторий-профилакторий для трудящихся комбината «Якутуглестрой» «Строитель» был открыт 1 января 1983 года. То есть практически 10 лет существует. За это время, естественно, кое-какая практика накопилась и у медицинского персонала, у руководства санатория-профилактория, о которых сегодня вот несколько слов и главный врач скажет, и здесь персонал медицинский. Вот. Ну, надо сказать, во-первых, это, так сказать, из истории, что в строительстве, вот в открытии профилактории принимали практически все подразделения комбината «Якутуглестрой». Надо отдать должное руководству комбината, очень много было уделено внимания, вот, чтобы была открыта лечебница при комбинате «Якутуглестрой» для трудящихся. И на сегодня вот мы имеем неплохой, вот даже по республиканским меркам, вот, а может быть даже и по региону дальневосточному, вот Восточно-Сибирску, неплохой санаторий-профилакторий. Нам вот много приходится в республике бывать, в аналогичных учреждениях медицинских. Неплохой у нас медицинский, вернее, санаторий-профилакторий. И я думаю, что трудящиеся комбината «Якутуглестрой», вот, которые уже прошли курс лечения здесь и неоднократно уже не ошибаются в своем выборе. Тем более сейчас не нужно говорить, вот, сколько стоит путевка в центральный санаторий, в хороший санаторий дома отдыха. Да, если еще сказать о стоимости билета на самолет, то, естественно, тем, кому это подходит, вот по диагнозу, по установленному диагнозу, конечно, здесь, как говорится, удобнее во всех отношениях проходить курс лечения. Со страной очень трудные дни. Ну, в чем это выражается? Мы постоянно встречаемся со сложностями в нашем финансировании. То есть приходится преодолевать большие сложности по приобретению продуктов, питания, оборудования и так далее. Но несмотря на эти трудности, все-таки есть у нас и светлые моменты. Очень неплохо мы оснастились современным оборудованием. Сейчас есть на нашей базе компьютерная диагностика, специалисты. Вот Андрей Николаевич Шишкин прошел 2 специализации в течение года по различным методикам диагностики и широко внедрил в практику, в рабочую. Также на нашей базе проходит лечение по поводу заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Для того, чтобы нам бороться с этими недугами, нам приобрели 3 года назад хороший кабинет лазеротерапии. Функционирует грязелечебница, хорошо оснащен физ-кабинет. Очень широко последние 1,5 года применяется лечение травами. У нас открыт фитобар, и, в общем-то, с каждым годом у нас и повышается и качество, и количество лечебных чаев. Ну, мы стараемся, учитывая трудности в снабжении медикаментами, осваивать и внедрять в практику те методы лечения, которые, в общем-то, не требуют большого количества препаратов химических, вы знаете, основная масса, и стараемся лечить традиционными, старыми, древними методами лечения. Ну, широко применяется массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия. Внедрена в практику методика лечения электрорефлексопунктуры. Вот. Ну, для того, чтобы как-то уменьшить стоимость путевки, приходится очень много изыскивать моментов по экономии. Это мы очень неплохо провели заготовку продуктов по осени. Благодаря этому питанию у нас до сегодняшнего дня мы укладываемся в сутки 200-220 рублей. Это очень по нашим временам дешево, учитывая то, что у нас 4-разовое питание для отдыхающих, калорийное, вкусное, квалифицированные повара работают, кондитеры. Ну, что еще можно
сказать, большие трудности у нас в настоящее время по транспорту. Дело в том, что профилактория у нас находится в живописном уголке, но добираться сюда довольно сложно. Это почти 2 километра от городских трасс транспортных располагаемся, а перебои с нашим собственным транспортом привели к мысли приобрести, заиметь свой личный транспорт. И, в принципе, организационная сторона уже вопроса решена. В ближайший месяц, я думаю, мы будем уже работать с собственным транспортом. И люди, которые захотят у нас получать лечение, отдыхать, значит, уже освободятся от таких неприятных моментов, как срывы в работе транспорта. Сейчас мы максимально упростили систему попадания в наш профилакторий, если так можно сказать. Значит, можно приобрести путевки непосредственно в нашей бухгалтерии или за наличный расчет, или перечислением, то есть любая форма оплаты. Затем, получив путевку, отдыхающий может, если у него нет каких-то сложных заболеваний, которые требуют специальных методов исследования, значит, может непосредственно обратиться к нам, и мы принимаем больных на обследование в своем профилактории. То есть не надо бегать по поликлиникам, сидеть в очередях для того, чтобы сдавать анализы и так далее. Затем, после того, как получил путевку, отдыхающий, он регистрируется у нас и идет к лечащему врачу, который расписывает лечение на весь курс лечения, который в среднем рассчитывается на 24 дня, то есть по сроку длительности пребывания по путевке. Вот, кабинеты работают в основном в 2 смены за некоторым исключением, тоже с расчетом на то, что люди могут лечиться без отрыва от производства. Основная масса больных, конечно, у нас лечится после рабочего дня, это где-то после 4-5 вечера. Но и есть такие, которые у нас постоянно живут, приезжают из соседних районов даже. Очень много лечится с Чульмана, Серебряного Бора, поэтому к ним, естественно, очень далеко добираться. Они здесь у нас живут в благоустроенных номерах, питаются, лечатся, отдыхают.